Я профессиональный читатель в том смысле, что я действительно читаю в промышленных масштабах, поэтому ответ на это сложный, комплексный и долгий. Мне кажется, что литература может очень круто передавать чувство хрупкости этого мира, чувство уязвимости. То есть это на самом деле должна быть какая-то проактивная работа с вашей стороны, потому что даже счастливому случаю нужна помощь. Это совершенно фантастическая книжка про связь комнатных растений, литературы Серебряного века и Петербурга. И эта книга в свое время произвела революцию в российской иллюстрации. Какие у меня всплывают вещи в памяти. Читайте эти книжки, не бойтесь их. В общем, начать всегда можно. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на те книги, которые вам не подходят. Дорогие друзья, здравствуйте. Меня зовут Максим Мамлыган. Я книжный обозреватель журнала «Правила жизни», книжного магазина «Подписные издания» в Санкт-Петербурге и главный редактор независимого медиа «Билли», которое исследует книжную культуру в России. Сегодня мы в Национальной библиотеке Республики Татарстан, и я участвую в очень любопытном мероприятии, которое называется «Книжный блиц». И должен ответить на вопросы, которые написаны на этих вот бумажулях. Попробуем. Любимая книга стихов. Ой-ой-ой. Первое, что приходит в голову, наверное, это «Камень» Мандельштама. Во вторую очередь это «Письма к римскому другу» Иосифа Бродского. У меня было маленькое вот такое вот издание, которое можно было носить с собой и как раз его читать. Может быть, наверное, сегодня пусть это будет все-таки, наверное, «Камень» Мандельштама. Вот я сегодня такой выбор сделаю. Хороший выбор, мне кажется, всегда. Бывало ли, что после прочтения книги вы не могли заснуть? Да, определенно бывало. Мне кажется, что последний вот такой вот раз, когда это было на моей памяти, наверное, это были «Кадавры» Алексея Поляринова, которая вышла вот совсем недавно в издательстве «Инспирия». И там страшненько. Я очень люблю хорроры на самом деле, а там начало, оно такое хоррорного типа, и я ой-ой-ой, думаю, вот это, конечно, надо срочно в свет включить и, может быть, спать со светом. А так бывало, что, например, волновался очень за автора, когда вот, например, читал «Память памяти» Марии Степановой в 2017 году. Вот бывало, в общем. Лучшая фикшн-книга. Думаю, сегодня я, наверное, скажу, что это трилогия Фредерика Бакмана, которая начинается с книги «Медвежий угол», продолжается книгой «Мы против вас», и вот недавно вышел третий большой том, который называется «После бури». Классная современная литература, очень эмпатичная, очень про чувства, про людей, про семьи, про сообщество. Вот. Сегодня лучшая книга для меня фикшн это. Если бы вы писали книгу, какой бы она была? Ну, не знаю. Я не хочу, наверное, пока писать художественную книгу. Может быть, если когда-нибудь захочу, то напишу. Пока я не хочу и не пишу, и даже не думал об этом. Но, наверное, мне бы хотелось, если бы все-таки я решился, чтобы это было что-то такое, чтобы, мне кажется, что литература может очень круто передавать чувство хрупкости этого мира, чувство уязвимости. Вот. И мне кажется, что если бы я писал что-то, мне бы хотелось, чтобы читатель в очередной раз вспомнил про то, как наш мир бывает хрупок и как важно его не разбивать. Любимая книга. У меня их 3. Это Мария Степанова «Память памяти», Лидия Корнеевна Чуковская «Спуск под воду» и сборник рассказов Всеволода Гаршина. Очень люблю, как писал Гаршин. Это всегда какая-то невероятная история. Все его знают по «Лягушке-путешественнице», но на самом деле он абсолютный мастер рассказа. Это что-то фантастическое. Ха-ха-ха.
Самая веселая прочитанная книга. Не припомню, чтобы мне в последнее время было как-то гомерически смешно, когда я что-то читал. Но пусть это будет, что-нибудь с классики давайте. Сборник рассказов Тэффи. Простой вопрос, простой ответ. Лучшая нон-фикшн книга. Я очень люблю нон-фикшн читать издательствами. Я очень люблю все, что выпускает новое литературное обозрение, особенно в каких-нибудь своих прекрасных сериях. Научная, неприкосновенный запас, библиотека журнала «Теория моды». Совершенно волшебная серия, кстати говоря. Я люблю, что выпускает AdMarketing, какой-нибудь классный нон-фикшн. Я люблю, особенно в последние годы, то, что делает издательство «Индивидуум». Поэтому, если вы откроете сайт этого издательства и выберете любую книгу, то, скорее всего, она мне успела понравиться. Вот. Мне кажется, что это хороший ответ, поскольку он обращает себя к издательству. Например, «Форпост» Ольги Оленовой, например, сборник «Почти 2 килограмма слов» Алексея Поляринова, книга «Новые боги» про цифровые платформы, краткая история русских хакеров Даниила Туровского и многие-многие-многие другие книги. Они очень классно помогают разобраться в том, как устроен наш с вами мир. Книга, с которой связывает особая история. На самом деле, тут у меня, наверное, есть домашняя заготовка, и она буквально домашняя, поскольку вы не сможете эту книгу прочитать. Дело в том, что мой дядя писал и, возможно, пишет стихи, и когда я был маленьким, мне было, по-моему, 2 года от роду, он составил сборник стихотворений, где были стихотворения его собственные, его друзей, и моего папы, и моей мамы. И в этой книжке есть пара моих детских фотографий в очень интересной обработке. И, в общем, попал в книжку, когда мне было 1,5 года. Вот такая история. Вполне себе особая, мне кажется. Как вы выбираете следующую книгу? Скажем так, я профессиональный читатель в том смысле, что я действительно читаю в промышленных масштабах, поскольку это моя работа, это моя профессия, я этим зарабатываю на жизнь. Я пишу книжные обзоры для многих медиа, поэтому ответ на это сложный, комплексный и долгий. Я каждый месяц пишу 30-40 издательствам, спрашиваю о том, что у них выйдет. Они мне присылают свои списки, дайджесты, и дальше я уже делаю первую выборку и смотрю на то, что если там какие-то мои любимые авторы, если у них что-то новое выходит, я читаю. Есть ли там что-то интересное, актуальное, что может понравиться моим читателям и мне самому? Что нам отвечает на вопросы духа времени, эпохи, в которой мы живем, каких-то вопросов общественных. Смотрю на новизну темы, смотрю на то, какая форма есть у этой книги, как там все это сделано. И делаю первую выборку и смотрю сначала эти тексты, а потом уже из этого что-то выбираю, попробовав на зубок. Вот. То есть это если очень кратко, но на самом деле у меня есть целая сеть, в которую должны попадаться какие-нибудь классные новые книжки. И регулярно попадаются, что очень приятно. Книга, повлиявшая на ваше решение. Это может прозвучать высокопарно, но я очень люблю Анну Андреевну Ахматову, я очень люблю ее стихи, очень люблю ее поэмы. И вот если, наверное, так спрашивать, наверное, книга «Реквием» и какие-то цитаты оттуда, они со мной вместе на протяжении многих лет. И есть даже какие-то конкретные строчки, которые повлияли на какие-то мои конкретные решения оттуда. Вот такой однозначный ответ. Вот. Хотя, наверное, есть и другие книги. Почему бы и нет? Книга, владением которой вы дорожите. Боже мой. Я в подписных изданиях много лет занимался отделом искусств, поэтому у меня есть много очень крутых
книг, альбомов по искусству. Среди них есть, например, мой любимый альбом, который выпустил Ельский университет в США на английском языке. Он посвящен влиянию японского искусства на искусство северных стран, Скандинавии, на рубеже 19-20 веков. Я ее очень люблю, часто к ней обращаюсь. Она безумно красивая, очень классная. И, наверное, одна из них. Но я думаю, что тут есть еще другой, наверное, более сентиментальный ответ. Пусть это будет, наверное, первое издание книжки «Страстоцвет» Ольги Кушлиной, которая выходила в издательстве Ивана Лимбаха. Это совершенно фантастическая книжка про связь комнатных растений, литературы Серебряного века и Петербурга. И мне ее Ольга Кушлина очень хорошо подписала. И она у меня хранится с этой дарственной надписью, когда мы делали с ней встречу. Вот. И я думаю, что это вот так та история, знаете, вот что вот со мной до смерти будет. Вот. Никому не отдам. Ни за что. Определяет ли человека то, что он читает? Человек — это очень сложное существо. И его определяют тысячи разных обстоятельств. И если мы берем 1000 как некоторое число обстоятельств, которое мы сейчас упоминаем в этой моей реплике, то одно обстоятельство из 1000 — это будет его чтение. И зачастую, кто знает, может быть, именно единица из 1000 и является определяющей в какой-то конкретный момент времени. Поэтому в таком ракурсе, наверное, я могу сказать, что да. Книга актуальная во все времена. Во все времена, в которые живу я обращаюсь к нескольким разным, наверное, текстам. Помимо тех, которые я уже назвал, моих любимых, наверное, я бы здесь назвал первый сборник Хемингуэя, который называется «В наше время». Совершенно фантастический небольшой сборник коротких рассказов. Мне он очень нравится. Может быть, я бы еще вспомнил здесь рассказы Платонова. Ну и, может быть, что-нибудь из хороших детских книжек. Типа, например, Чуковского. Вот всем советую перечитать Чуковского и Маршака, их сказки во взрослом возрасте. Вы откроете для себя мир и детскую литературу абсолютно заново, точно, потому что те контексты, которые не считываются, пока ты ребенок, во взрослом возрасте расцветают так, что ой-ой-ой. Последняя книга, которую вы прочитали, это сборник «Выходные данные» про женщин в книжной индустрии. Вот. Такая грустная, сложная социальная книжка. Вот. Самая переоцененная книга, по вашему мнению? Мне сложно с этим вопросом. Я думаю, что сегодня, ну, скажем так, я не знаю насчет самой, но у меня несколько раз в жизни было, когда я читал книжку, и мне ее как-то очень горячо рекомендовали, прямо от всего сердца, и очень хотели, чтобы я ее прочитал, а она мне не заходила. Такое бывает. Вот такой вот помню абсолютно точно. Первый раз у меня был эффект, когда я прочел «Овода». Это Лилиан Войнич. То есть я помню, как мне ее рекомендовали, в том числе мои очень близкие люди. И я такой прочел и думаю, ну, окей, и чего? И как-то вот она не произвела на меня впечатление. То есть вот бывает, когда ты такой думаешь, произведет книжка впечатление, а не произвела. То есть, ну вот, наверное, так. Не думаю, что это точный ответ на этот вопрос, но как-то так. Экранизация книги, оказавшаяся лучше самой книги. Ну вот «Бриджертоны», кстати, сериал. Мне кажется, сериал получше, чем книжка, по моему мнению. Хотя книжка тоже неплохая, но получше. Я думаю, что мне еще в голову приходит, например, «Дневной дозор». Вот. Когда вот были, вот, получается, эти прекрасные книжки, и книжки как-то, мне кажется, тогда поблекли, когда вышло это кино. Потому что кино в начале того времени, когда, собственно, эти фильмы выходили, оно смотрелось как-то совершенно фантастически.
Какие у меня всплывают вещи в памяти. Ничего себе. Книга с самыми красивыми иллюстрациями. Слушайте, тут, наверное, вообще нужно сказать, что мы живем в эпоху какого-то абсолютного рассвета современной иллюстрации. И есть, например, международная книжная ярмарка в Болонье, самая крупная ярмарка, посвященная детской литературе в мире. Очень хорошая, очень классная. И там есть конкурс иллюстраторов. И в том числе есть на этот конкурс регулярно продаются иллюстраторы, в том числе из России. И регулярно там побеждают. И это очень приятно. И есть еще фестиваль иллюстрации Морс, чьи каталоги я очень люблю листать. Поэтому мне сейчас очень тяжело как раз определиться, потому что этого так очень много, так много хороших иллюстраторов. Я, наверное, отвечу так, потому что по-другому отвечу. Да, 3 детские назову и 2 не детские, потому что это не детские книжки. И даже не совсем литература. Сейчас я расскажу, почему. Детские. Пусть это будет «История старой квартиры» Анны Десницкой и Александры Литвиной. Там фантастическая проработка, и эта книга в свое время произвела революцию в российской иллюстрации. Она переведена на немецкий, китайский, английский, французский языки. Она очень крутая. Пусть это будет «Баллада о маленьком буксире» Иосифа Бродского, которую проиллюстрировала Кася Денисевич. Это очень щемящая и крутая детская книга, которую обязательно нужно как-то прожить и пережить. Она очень круто и интересно построена как книга. И пусть это будет микросупергерои Ольги Посух про тихоходок. Первая книжка. Она совершенно фантастически сделана, учитывая саму тему. А дальше я бы назвал не иллюстрированную книжку, а я бы назвал комиксы, рисунок которых кажется мне невероятным. Здесь я бы вспомнил бельгийского комиксиста Брехта Эванса и его книги «Пантера», «Полуночники». Еще одна должна вот выйти на русском языке. И, например, я бы назвал книжку, которая тоже выходила в издательстве «Бумкнига». Фамилия автора Агома, а сама книжка называется «Через». Она невероятно круто сделана по цветам, и концептуально это очень крутая идея. Я очень ее люблю. О какой хорошей книге знает слишком мало людей? Я всегда говорю, что наша задача как книжников, тех, кто работает в книжных магазинах, в библиотеках, тех, кто пишет о книжках в своих блогах, это соединить человека и книгу. Потому что, как показывает практика, действительно, ты можешь прожить всю жизнь, не зная о том, что где-то рядом с тобой есть какая-нибудь прекрасная книга, которая тебе была по-настоящему нужна, но при этом вы не встретились. И это проблема. Здесь, во-первых, нужно сказать, что да, если вы меня слышите, то обязательно читайте про книжки, узнавайте о книжках, ищите какие-то новые каналы получения информации о книгах, тогда это хоть в какой-то небольшой степени увеличит вероятность вашей встречи с книжкой мечты. То есть это на самом деле должна быть какая-то проактивная работа с вашей стороны, потому что даже счастливому случаю нужна помощь. И если вы можете случаю помочь, то это стоит сделать. Но тут у меня есть возможность что-то назвать конкретное, поэтому я, наверное, сужу этот вопрос. Хорошие книги особенно важны и нужны подросткам, потому что подростки — это одна из самых уязвимых и хрупких категорий читателей, которым одиноко и которым благодаря книжке может стать менее одиноко и менее страшно жить. И здесь я порекомендую любую, наверное, книжку Нины Дашевской. Особенно, быть может быть, это «День числа Пи», ее книгу, или, например, «Творогов», «Источник звука». Мне кажется, что это хорошая история для подростков. Если что, издательство «Самокат», издательство «Белая ворона», издательство «Розовый жираф», издательство «Абрика Букс», издательство «Поляндрия» делают очень хорошие для них книжки. И если вам нужно, идите к ним, они что-нибудь
подберут вашему знакомому подростку, и ему станет чуть лучше и интереснее жить. Любимая книга любимого человека. Наверное, здесь я тогда вспомню про мою подругу Катю, которая действительно много книг, которые она любила, стали потом любимыми для меня. Так, например, она мне тогда в первый раз посоветовала прочитать «Праздник, который всегда с тобой» Хемингуэя. И, например, она же меня познакомила с Довлатовым, который на тот момент был ее любимым писателем. Надо ей позвонить и спросить, кто же любимый ее писатель сейчас. Вот хорошая идея для дружеского звонка. Смотрим дальше. Первая осознанно прочитанная книга. Ну, скажем так, наверное, когда мы говорим о первой осознанной книге, я вспомню «Человека, который смеется» Виктора Гюго. Это был момент, когда я завис с семьей традиционно летом на даче, и у меня тогда в дачном домике в нашем закончились все книжки, а в город ехать было не вариант, и поэтому я пошел к нашей любимой соседке, у которой дома на даче огромная библиотека. И я тогда у нее взял почитать абсолютно на шару Дона Кихота, Сервантеса и «Человек, который смеется» Виктора Гюго. И я как-то так провалился в то дождливое лето в эту эпопею Гюго, и меня так поразило, как он эту книжку сделал, что я после этого на несколько лет прямо впал в запойное чтение французской литературы. Мне было прям интересно все. Я купил себе собрание сочинений Виктора Гюго и читал его подряд. И это было, конечно, да. Но вот там вот я прямо почувствовал структуру книги и то, как она устроена, и меня это поразило. Как механизмы литературы могут быть устроены так, чтобы на тебя вот так подействовать. Там совершенно фантастический финал, и есть много очень крутых приемов. Да, наверное, это вот «Человек, который смеется» Виктора Гюго. Книга, которую вы бы посоветовали прочесть самому себе, встретив себя в прошлом. Есть у нас проблема, потому что, опять же, когда вот мы говорим о современной, очень крутой детской и подростковой литературе, которые выпускаются в России, я понимаю, что есть огромное количество книжек Янг Адалта. Это, если кто не знает, направление литературы для молодых взрослых, то есть, условно говоря, от 15-25, которые, наверное, мне было бы очень важно прочесть в том возрасте, в котором я находился бы, но их просто на тот момент не было на русском языке. То есть в этом плане я завидую тем детям, у которых это есть сейчас. Вот. Потому что все-таки, мне кажется, очень важно читать современную литературу, потому что она всегда ближе к нам находится, чем классика. Как бы это ни было парадоксально, потому что я знаю, что есть совсем прямо противоположная позиция. И я жалею, что я раньше читал так много классики и так мало современной литературы. Мне бы хотелось, чтобы это было хотя бы 50/50. Вот. Моя жизнь была бы гораздо качественнее и интереснее, если бы это было так. В общем, я бы посоветовал себе читать меньше классики, больше современной литературы. Вот такой был бы мой совет. Самая толстая книга, которую вам удалось одолеть. Я думаю, что я читал «Бесконечную шутку» Дэвида Фостера Уоллеса, я читал «Благоволительниц» Литтла, я читал «2666» Роберто Баланья, я читал «Одиночество» Грабала. Ну, то есть объем книги меня никогда не пугал. То есть, наоборот, я люблю чудовищно большие книги. Единственный минус в том, что я запойный читатель, и мне важно читать, не отрываясь. Я вот из тех, кто любит взять и
сесть за роман и дочитать, сесть за роман утром и дочитать его вечером. А если чтение растягивается на неделю, я уже начинаю злиться. То есть я начинаю что-то забывать, мне нужно снова перечитать что-то нагнать. Вот этого я не люблю. Но, в общем, я, честно говоря, не знаю, какая самая толстая книга из тех, которые я успел произнести, но все они довольно внушительных размеров. Вот. В общем, читайте эти книжки, не бойтесь их. В общем, начать всегда можно. Вот. Даже если вы не закончите, раз, два, три, ничего не произошло, ничего страшного. Вообще в чтении в этом плане нет ничего страшного. Если что-то не получается, всегда можно найти что-то другое, потому что жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на те книги, которые вам не подходят. Вот. Книга способна изменить жизнь. Практически каждая книга вполне себе могут изменить чью-то жизнь, мне кажется. Здесь скорее вопрос в том, когда прочитана книга, вовремя, не вовремя, в жилу, не в жилу. Это скорее важно. То есть соотношение места, времени и еще, конечно, того, что вы можете взять из книги. Потому что бывает не книжка, а какая-нибудь сущая безделица, какой-нибудь такой милый пустячок. А для вас там находится какая-то такая мысль, которая меняет все. Меняет целую вашу прекрасную жизнь. И ради этого стоит и обратиться и к милому пустячку. Вот. Вот такая история. Бумажная, электронная или аудиокнига. Господь, если мы говорим обо мне, я голосую за бумажную. Вот вообще. Я в электронном виде читаю то, что не вышло пока на бумаге. То есть, условно говоря, вот сейчас у нас с вами начало июня, я сейчас читаю то, что выйдет в июле, в августе, в сентябре. То есть на бумаге этого пока просто не существует. Поэтому я закачиваю эти штуки в свою электронную книжку и прочитываю одно за другой. Но если есть бумага, я предпочту бумагу, потому что у меня голова работает иначе, когда я читаю бумагу. У меня по-другому идет восприятие информации, я лучше сосредотачиваюсь, я лучше запоминаю, и мне так удобнее. Аудиокнига только те, где есть те чтецы, которые подходят моему слуху. То есть в этом плане я, например, абсолютный фанат того, как озвучивает аудиокниги Алена Станиславовна Долецкая. Я помню, в каком я был в восторге, когда она выпустила на Storytel тогда еще книжку Элизабет Гилберт «Город женщин» в собственной озвучке. И это была просто фантастика. Это просто... Я слушал это в ноябре, и это был жуткий петербургский ноябрь. И эта книга просто меня вытянула. То есть, представьте, ты встаешь на работу, едешь в 10 утра, метро, слякоть, хмарь, темно, а ты идешь и улыбаешься, как дурак, потому что так это классно у тебя в наушниках звучит. И я прямо в этом плане с тех пор абсолютный фанат. Вот. Но в остальном, да, к сожалению, аудиокниги я не слушаю столько же, сколько слушают, например, мои коллеги, именно потому, что мне не подходят голоса. Хотя тут стоит сказать, что аудиокниги — это один из главных мировых трендов последних лет, и они приводят к книгам ту аудиторию, которая не читает ни бумажные книжки, ни электронные книжки. И за это аудиокнигам, конечно, огромное спасибо. Самая страшная книга, господи. Мне бы, наверное, не хотелось называть какой-нибудь хоррор, и не хотелось бы называть что-то остро-социальное. Вот есть, например, рассказы Андрея Платонова. Вот когда ты их читаешь, у тебя просто начинают литься слезы из глаз. Я вообще в этом плане человек не суперчувствительный. То есть я не из тех, кто плачет в кино
не из тех, кто плачет над книжками, не из тех, кто как-то очень проявляет эмоции в каких-то жизненных ситуациях, но там это просто какая-то физиологическая реакция. И вот, наверное, вот это вот чувство разъятого мира, когда за тем, что тебе привычно, проглядывает какая-то абсолютно безнадежная пропасть, вот оно есть в тех рассказах. И вот это, наверное, страшно. Вот, наверное, да, сборник рассказов Платонова. Сегодня такой ответ. Книга, которая помогла мне в трудную минуту. И это очень тривиальный ответ. И да простят мне его те, кому он не понравится. Это книга из такой условно-советской классики. Это книжка «В жизнь взаймы» Эриха Мария Ремарка, которую я читал во время какой-то очередной там своей жизненной драмы. И я помню, что я ехал на поезде из Петербурга в Мурманск и не спал, пока ее не дочитал. Да. И она мне очень сильно помогла. Очень как-то вот дала какую-то там надежду. Вот да. Как ни парадоксально, хотя финал у нее супер печальный. Так. Книга по-прежнему лучший источник знаний и опыта. Я какая-то у меня сегодня партиципаторная риторика, но я скажу, что лучший источник знаний и опыта для вас тот, который лучше всего вам подходит. То есть, если вам подходит книга как источник знаний и опыта, значит, это книга. Если это не книга, не чувствуйте вины за то, что это не книга. Да, вот было в 20-е годы нудистское общество в Петрограде, которое называлось «Долой стыд». Вот «Долой стыд». Если вы чувствуете, что вы не можете дочитать «Войну и мир» Льва Николаевича Толстого, не стыдитесь этого, ничего страшного не произойдет. Может быть, потом прочитаете, а может быть, вообще не прочитаете. Может, для вас оно написано. Ничего страшного не произошло. То же самое со знаниями и опытом. Может быть, вам сериал нужен или ролик на YouTube. Вот. Хотя я книгу как источник знаний и опыта очень люблю и уважаю. И она, наверное, для меня такой основной. Но это для меня. Для вас может быть иначе. И ничего страшного. The Last of the Last. О! Что вам читали в детстве перед сном? Боже, какой это милый вопрос. Я, если честно, очень плохо помню, что мне читали в детстве перед сном. Возможно, это были какие-то сказки. У нас всегда дома было много книжек, и сказок много было, и много было очень хорошего. Честно говоря, наверное, я не помню то, что мне читали. Но я помню, что мне не читали. Это было со стороны моей мамы невероятное коварство. Потому что она мне была готова прочитать книжку, но комиксы, которые мне покупали, она отказывалась читать. Что там в баблах написано. И сказала мне в какой-то момент, когда мне было 3 года, что, ну, смотри, книжку я тебе могу почитать, а комиксы я тебе читать не буду. Читай сам. Поэтому в 3 года с половиной мне пришлось научиться читать, потому что у меня не было выхода. Мне было очень интересно, что там такое происходит. Вот. А не было никакой возможности это сделать иначе, чем научиться читать самому. Вот. Так что вот так вот можно иногда вспомнить не что читали, а что не читали и что из этого получилось. Потому что отсутствие чего-то — это тоже что-то на самом деле. И иногда не больше, скажем так, не меньшее что-то, чем присутствие чего-то. Вот такой запутанный ответ на очень простой вопрос. Я уже сказал сегодня, что жизнь слишком коротка для того, чтобы тратить ее на те книги, которые вам не близки. И на самом деле это очень хорошо можно почувствовать здесь, в пространстве, в которое мы находимся, в библиотеке, так же, как
я когда-то почувствовал, но не в библиотеке, а в книжном магазине. Представьте, мы вот находимся здесь десятки тысяч книг, и они продолжают прибывать с каждым днем. Их становится все больше и больше. И вот представьте, даже если вы будете читать каждый день даже не одной книжки, а, например, по 2 книжки в день, вы не успеете прочесть всего, что здесь находится, за всю вашу жизнь. Следовательно, это не должно служить поводом для печали. Это должно помочь вам в том, чтобы вы могли более осознанно, более квалифицированно, более ответственно выбирать свое чтение. Потому что книг много, а тех, которые нужны именно вам, не так много. Поэтому стремитесь именно к тому, что вам из чтения нужно. Оно обязательно существует.